Добрый день. Мы находимся здесь, в нашем ямщицком подворье. Я, Лидия и мой муж Арес. Мы приехали в село Синск, чтобы развить свой небольшой бизнес, туризм, поскольку наш Синск стоит на перекрестии двух великолепных рек, река Лена и река Синяя. И здесь вот наше место, оно как бы Богом помеченное, и грех было не построить здесь и не развить вот эту туристическую деятельность. Конечно, я сама родом из Синска и знаю здесь практически каждый уголок нашей земли. Мы долгое время работали в системе МВД, мы оба подполковники, и, уйдя на пенсию, приехали в родной Синск. Здесь мы построили, конечно, мы построили, это было громко сказано, но мой супруг построил дома, восстановили наш старый дом 30-летней давности, да, в те времена построили мы. Также построили домики для гостей, баню, беседки. Все, что было нашим гостям, туристам, было комфортно отдыхать. Вот кроме туризма, тогда чем еще занимаетесь, что выращиваете? Конечно, как любой сельский житель, у нас есть свое и приусадебное хозяйство. Это выращиваем картофель, сажаю капусту, свеклу, морковь, зелень. В общем, все, чем живет сельский человек. Преимущественно, конечно, натуральное хозяйство. А в периоды, когда поспевают грибы, собираем грибы, ягоды, ягоды. Здесь очень хорошие бывают сезоны, когда можно набрать много брусники, красной смородины, черной смородины. Вообще, это благодатная земля, которая кормит и поет нас. А теплицу не держите? Теплица есть, естественно. У нас огурцы именно выращиваются тепличным методом. И, конечно, открытый грунт тоже. Поэтому огурцы, помидоры – это само собой разумеющееся. Ага. То есть, тогда вы здесь работаете или занимаетесь чисто своим бизнесом? Поскольку я деятель культуры, я, приехав сюда в Синск, естественно, мы предполагали, что будем заниматься только туризмом, но здесь есть и существует, и действует великолепный коллектив, народный коллектив «Реченька». И я помогаю, я работаю в Центре культурного развития «Алгыс», и все мы вместе продвигаем наше творчество, нашу культуру, наши традиции, пытаемся сделать жизнь села более веселее, устраиваем праздники различные, фольклорные, различные народные традиции стараемся поддерживать, пропагандируем, в общем, нашу ямщицкую культуру. Ага. Арест, как вы думаете о своем переезде из Якутска в Синск? Что вы думаете точно? Я думаю только то, что приехал я домой. Ага. В 89-м, когда приехали, все было новое, интересное. Дом когда построили. Ага. Была работа, работали, все было замечательно, никуда ничего не хотелось. Ага. Когда работа ушла, ага. переехал в город. Ага. Я после пенсии обратно домой потянул. Мне нравится отпуск. Ага. Краснодар едем, там в разные страны можно все это делать, хорошо, отдыхать там хорошо. Ага. Ясно. А жить без Синска просто не знаю. Уже представления не вижу. Ага. А ваш дом построен на родовом участке, да? Да, это все территория родителей, Ага. Лиды, Ага. Федоровский дом. И тут, рядом с домом Федорова сказали, мне выделили участок, и он мой. Наше ямщицкое подворье расположено в самом удивительном месте. Синск, река Синяя и река Лена. Также есть у нас памятники природы, это ленские столбы, на которые мы можем перевести любого желающего. И
Есть у нас еще одно уникальное место. Это Синские столбы, занесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Также мы можем предоставить нашим гостям домики двухместные, четырехместные. Есть домики теплые, круглогодичного назначения, поэтому можете приезжать и зимой. Также мы организовываем туры по календарным праздникам. Новый год в Ямщицком подворье, народный праздник Троица, Рождество на Синей, Ивана Купала на реке Синяя. Также у нас имеются услуги моторной лодки с водометом. Мы вас можем довести до поющих скал, и где вы сможете полюбоваться красотами нашей реки и скалами. Также у нас есть очень хорошая русская банька, где можно будет отдохнуть и душой, и телом. И как любят наши отдыхающие, попарившись в баньке, сразу нырнуть в речку Синяя. Для этого отдыха есть все. Приезжайте, отдыхайте, радуйте себя и свою душу.